В научно-исследовательском институте прошел семинар, посвященный столетию со дня рождения известного осетинского ученого Сослана Габараева. В нем приняли участие представители научно-творческой интеллигенции. Отделом новой и новейшей истории были подготовлены доклады. Заместитель директора научного учреждения Мария Кабисова подчеркнула значимость проведения семинара. У нас уже несколько лет проходят научные семинары. В основном активные участники этих и организаторы этих семинаров – это отдел социально-экономических исследований, отдел новой и новейшей истории. И вот совсем недавно уже отдел осетинского языка тоже подключился. Обычно мы на наших научных семинарах обсуждаем актуальные темы или вспоминаем кого-то. В данном случае мы вспоминаем бывшего директора Юго-Осетинского научно-исследовательского института, юбиляра, известного ученого-философа, первого профессора из Южной Осетии, это Габараева Суслана Шалвовича. Это был действительно космическая фигура в философии, мы все это знаем. Суслан Габараев ушел из жизни в возрасте 65 лет. Он оставил после себя богатое философское наследие, о котором подробно рассказал в своем докладе заведующий отделением новой и новейшей истории Костад Зугаев. Это человек, которого забывать ни в коем случае нельзя, даже несмотря ни на какие юбилеи. Вот сегодня мы собрались в честь столетия. По мере сегодняшних возможностей постараемся и сегодня тоже почтить память нашего выдающегося земляка. Родился Сослан Шалович 5 мая 1925 года в селе Кватетри Зиулетского сельсовета Знаурского района Юго-Осетинской автономной области. И был он 9-м ребенком в семье Сала Габараева и Ольги Силкаевой. Сослан Шалвович Габараев – видный осетинский ученый, доктор философских наук и профессор. Он возглавлял Юго-Осетинский научно-исследовательский институт с 1954 по 1962 год. Габараев стал первым доктором философских наук в Осетии. Его новаторская роль проявилась и в присвоении ему звания профессора в 1967 году, что сделало его первым профессором из числа выходцев из Южной Осетии. Его обширное научное наследие насчитывает более 100 работ, включая многочисленные монографии, некоторые из которых были изданы даже в Китае, что свидетельствует о широком признании его трудов. В числе тех, кто принял участие в работе семинара, заведующий кафедрой философии и культурологии, однофамилец и родственник ученого Анатолий Габараев. В первую очередь он поблагодарил организаторов семинара в лице Костад Зугаева и подчеркнул факт того, что Суслану Габараеву удалось сделать многое для осетинской науки. А я вам приведу слова его очень хорошего знакомого, который мне в Москве читал лекции в аспирантуре. Феохари Харлампевич был такой философ Кесиди. Он когда зачитал список аспирантов, я в числе этих аспирантов был, то он сразу восхитился. Это Габараев. Кто тебе доводится Сослан Шалович? Я не знаю, это мой дядя. Он был великий мужик. За время мероприятия было сказано много теплых слов о видном осетинском ученом Сослане Шалвовиче. Не только как о философе, но и как о талантливом преподавателе. В свою очередь профессор Зоя Битарта поделилась воспоминаниями о Шалвовиче. Театр, Гурзок театр, Ирун театр. Ахицанeste kednere dinvet. Xsay evdemoz, xsay estemoz. Fediadi direktor. Ama Gurzak or çuysez mestotenk. Hirnodun zurint sevel. Ve irette da filderisent mest. Ma udonen ta ben tonder spektakl tam niçitsidi. Irettem sedeste udum niçitsidi. Ma xaribo rmokhola keder botsedest yukutto inne kutto. Ama otsedest opkumme. Her nopkomme feduverdem kuttume. Nafime Suslan deste yeme. Suslan arbotsedis. Me zachtafte ironedet khoya zachtafte. Kusut. Yeşçima femnolat, yeşçima istizagat nojuel day. Uyvedi tengester en test teatran. Suslan saforsma kaybola uyvedi uy. Он был действительно великим оратором еще. И то, что он еще возглавлял общество знаний несколько лет и проводил очень много лекций.
Именно его часто привлекали, потому что он уже полюбился публике. Настолько я думаю, это действительно талантливый человек, и правильно отметил Коста Георгиевич, таким человеком может гордиться любой народ. Всего Сусланом Шалвовичем опубликовано около 100 работ. Из них 9 монографические исследования. Многие он не успел издать. Они сохранились в виде рукописей. Агунда Губозова, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня.